Хайли Иртеляр, доброго уже дня, уважаемые коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную большому гастрольному туру фестивалей «Созвездие Йылдызлык» и «Наше время Безнең заман» в крупных городах и сельских домах культуры Республики Татарстан, приуроченному Году родных языков и народного единства. И наши спикеры сегодня – это Нурия Минахматовна Хашимова, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при президенте Республики Татарстан, Динар Фанузович Хафизов, начальник отдела стратегического развития, поддержки проектов и инициатив Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, и Дмитрий Александрович Туманов, генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие Йылдызлык» и «Наше время Безнең заман». Нурия Минахматовна, иң беренче сүз сезгә. Гомумән быел бит инде туган телләр елы буларак республикада бик күп чаралар уздырыла. Нәкъ менә бу проектның үзгә үзенчәлекле ягы нәрсәдә? Һәм сез аннан нинди зур шундый соннармы, я булмаса ниндидер зур вакыйга булачакмы, нәрсә көтәсез? Хәерле көн барыгызга да. Сезнең белән без инде шушындый матур чараларда һәр вакыт очрашып торабыз. Беренчедән бик зур рәхмәт сезгә. Сез безнең мәгълүматларны, безнең эшләрне күрсәтеп торучы кешеләрбез, безнең уңышлар сезгә. Инде безнең шушы бу безнең заман «Созвездие Йылдызлыкка» килгәндә, бу концертларга килгәндә, шуны әйтәсем килә. Быел инде безнең туган телләр елы, бу уңайдан республикада бик күп эшләр эшләнә, һәм аларның нәтиҗәләрен күрәбез. Сез дә күрәсез бит инде әйме. Безнең заман фестиваль гомумән ул үзе бер матур зур проект. Аның ул үзенчәлекле. Монда бит инде безнең профессионал җырчылар, биючеләр түгел, төрле тармакларда эшләүче, безнең үзләренең күңелендә, һәрбер кешенең күңелендә иҗат бар бит инде ул. Шуны күрсәтергә мөмкинчелек булган. Аларның җырлап та эшләре дә гөрләп бара. Алар сәхнәдә дә үзләрен матур иттереп күрсәтәләр. Бу инде бер карасаң, ниндидер күңел халәтен сәхнәгә чыгып күрсәтүдә, күңел халәтенә дә һәм тәрбияви чара дип әйтәсем килә минем моны. Безнең концертлар булачак районнарда, шәһәрләрдә. Бу инде бер яктан бик яхшы. Безнең соңгы елларда программа, президент программасы буенча бик күп авылларыбызда, шәһәрләребездә мәдәният йортлары төзекләндерелде, яңалары төзелде. Һәм инде бу шушы мәдәният йортлары буш булмасын, анда аралашу булсын, тормыш кайнап торсын дигән яктан да бик зур файдалы концертлар, матур концертлар булачак дип әйтәсем килә. Халык өчен, аралашу өчен, телебезне, үзебезнең җыр-моңнарыбызны күрсәтергә тагын бер мөмкинчелек. Монда инде безнең шул ук төбәктән чыккан созвездиедә катнашучы балаларыбыз катнашачак. Шул төбәкнең җырчылары, биючеләре белән иҗат кайнаучы уллары, кызлары белән шул төбәктә танышачак шушы концертлар дәвамында. Моның инде соннарын әлегә әйтә алмыйбыз, чөнки соңыннан әле тагын нәтиҗәләр ясалыр. Монда бик тә файдалы, бик тә кирәкле концертлар дип уйлыйм. Чөнки җыр-моң булганда эшләр дә матур була. Ул бит инде мәдәният, ул җырлап биеп кенә түгел. Мәдәният ул безнең һәр көнне, безнең адымыбыз, безнең сөйләмебез ул мәдәният. Шуңа күрә инде бер шушы татар телләр елында бу концертлар бик уңышлы, бик кирәкле дип саныйм мин. Һәрберегезгә дә уңышлар телисе килә. Безнең заман һәм «Созвездие Йылдызлык» егетләренә, кызларына да уңышлар, эшләрендә дә, иҗатта да. Тагын бер кат әйтәм, республикада безнең телләр елы буларак бик күп зур эшләр эшләнә һәм нәтиҗәле, бик тә карарга да, нәтиҗәсен күрер өчен дә бик күңелле. Рәхмәт барыгызга да. Рәхмәт сезгә, Нурия ханым. Динар Фанузович, министерством реализуется большое количество проектов и программ, нацеленных именно на молодежь. Вы открываете действительно огромное количество новых имен, которые остаются и работают во благо республики. Кто будут хедлайнерами, кто станет хедлайнерами данного фестиваля, данных концертов, так как их будет всего 14 в районах, а также ожидается 4 больших концерта в крупных городах. Это Нижнекамск, Буинск, Альметьевск и Чистополь. Всем добрый день. Да, в действительности, «Созвездие Йылдызлык» – это кузница творческой элиты Республики Татарстан, и будет принимать участие Айдар Сулейманов, это победитель Гран-при «Созвездия»,
Рузиль Гатин. То есть все те люди, которые фактически выходцами из созвездия и Безнен-Заман являются. То есть на сегодняшний день это большая плеяда районных ребят, не только из Казани, а имеется в виду, что именно вот они будут выступать на этих концертных площадках. Помимо них, получается, в этих концертах будет принимать участие, ну, допустим, если это из Нижнекамска, то из Нижнекамского района будут выступать участники, дети, молодежь, предприятия именно этого района, для того, чтобы жители этого района могли увидеть во всей красе всю творческую элиту именно этих ребят. Ну, я хочу сказать, что 14 районов, вы правильно сказали, мы нацелены на то, чтобы в этом году охватить именно районы. Выбранные они не случайно, потому что именно из этих районов в большей степени есть такой творческий посыл со стороны детей и молодежи, поддержка глав в этих районах довольно-таки большая. И предприятия в этих районах участвуют в фестивале Безнен-Заман, и вот в связи с этим вот все это взаимосвязано, и выступление именно на этих концертных площадках пройдет. Мы максимально хотим, чтобы в сентябре это было на открытых площадках, потому что там больше и жителей соберется в связи с ковидной ситуацией. Для нас тоже это очень важно, чтобы была прежде всего безопасность при наших выступлениях. И вот в целом все талантливые ребята созвездия Безнен-Заман будут принимать участие в данных концертах. Спасибо большое. Дмитрий Александрович, как сегодня поживает арт-резиденция созвездия? Ну, естественно, вы. Я думала, вы скажете, что это вы. Какие новости в арт-резиденции созвездия? Вообще впервые вы ходите в районы, такое большое количество районов, и в крупных городах, где именно будут проходить концерты, так чтобы нас смотрят в онлайн-формате, люди знали, куда идти. Давайте. Которые начну сначала. Огромное всем спасибо, что мы собрались. Огромное спасибо Руслану Галеевичу, Митен Шариповичу, всем нашим министерствам, ведомствам, нашему Министерству молодежи, Фонду развития культуры при президенте, Татмедиа, конечно, нашим четвертой власти, всем журналистам, которые поддерживают это уникальное явление, которое, я думаю, на самом деле первый раз за 20 тысячелетий такое действительно явление красоты, таланта, которое светит нам. Это наше фестивальное движение созвездия Йолдызлык и Безнен-Заман. Я хочу вам напомнить, что весной произошло огромное событие. Митен Шарипович, наш великий мыслитель, наш великий патриот Татарстана, наш основатель созвездия Йолдызлык, вместе мы основывали, он сказал великую фразу, что, говоря о созвездии на церемонии награждения участников, кто вкладывал свой труд в фонд возрождения, в возрождение Свияжска и Болгар, столицы болгарского нашего основы, нашей республики, нашего народа, он сказал такую фразу, что небо над Татарстаном чистое. Оно чистое, его озаряет талант детей созвездия Йолдызлык и участников фестиваля. И помыслы нашей нации весь мир видит, они чисты. Вы знаете, и наш дорогой президент, под патронажем которого проходит наше фестивальное движение созвездия Йолдызлык и фестивальное движение Безнен-Заман, Рустам Галеевич Миниханов, дал поручение в этом году. Для нас это огромная награда, огромная честь, огромное доверие нашему труду, нашему министерству, огромное доверие Министерству молодежи, всем общественным организациям, которыми занимаются, бабушкам, дедушкам, всем муниципальным главам, что в дни радости, когда вот сентябрьские, да, когда будут проходить основные мероприятия выборов, чтобы порадовали своими концертами именно лауреаты и победители фестиваля созвездия Йолдызлык. В первую очередь, ну, мы уж сами присоединили Безнен-Заман, потому что это старший возраст созвездия Йолдызлык. Почему? Потому что президент уже несколько раз в течение 2 лет на открытии
театра «Созвездие Йолдызлык» арт-резиденции, на других мероприятиях он говорил: ребята, давайте, заканчивайте, приглашайте, пожалуйста, зарубежных артистов и российских. У нас есть «Созвездие Йолдызлык», есть «Безнен Заман». Действительно, мы вот все время говорим, дети, ребята, на самом деле это наше народное, национальное достояние, которое воспитывались лучшими педагогическими коллективами, корпусами консерватории, институты культуры нашего замечательного Татарстана, ГИТИСа, Щукинского училища, консерватории Ленинграда, Москвы, ребята, которые по праву занимают лучшее место в премьерах Большого театра, в театрах Ля Скала, являются действительно национальным достоянием, какие Айдар Сулейманов. Вы все знаете эти фамилии, и действительно, мне кажется, здоровое государство и здоровый регион – это тот, который умеет сохранять творческую элиту. Вся работа общественных организаций, гражданского общества, института гражданского общества, работающих с элитой молодежи под сенью нашего дорогого Министерства по делам молодежи, она направлена на том, чтобы восполнить беспрецедентный урон, нанесенный 20 веком элитам нашей великой России, нашей многонациональной элите в войнах, в репрессиях. И вот эта огромная система, она создает счастливых людей. И президент этими концертами дарит нашим деревням, нашим бабушкам и дедушкам самое дорогое, что есть сейчас – возможность посмотреть свои таланты, увидеть своих родных людей, которые вышли из какого-то села, из деревни, увидеть своих родных, которые действительно соответствуют культурному коду нашей территории, не привнесенных извне попсу, жвачку вот эту ежедневную, а действительно народный родник культуры, красоты и искусства. Это историческое событие, этот тур. Он будет проходить у нас, мы начнем его у нас в Нижнекамске, 4 больших города, мы начнем 4 числа. Что это за туры? У нас по принципу, значит, центр, север, юг, восток. То есть, вот, допустим, Нижнекамск, туда приезжают все коллективы, созвезденцы из тех регионов, ну, допустим, там из 16 регионов, у нас 43 региона, да, 40-45 районов, вот они собираются там, и все будут иметь возможность посмотреть своих детей, потому что, естественно, эти концерты будут записаны, они будут транслироваться в онлайн-режиме. Мы думаем, что мы еще надо переговорить, просить телеканал ТНВ обязательно, чтобы это показывали чудо, потому что на сегодняшний день это является нематериальным духовным наследием ЮНЕСКО. Это не шутки. Вот надо довести до многих чиновников, до многих структур, что это эгида ЮНЕСКО единственная на сегодняшний день у молодежных организаций и молодежных творческих организаций Российской Федерации, у Татарстан единственная общественная организация, единственное движение, которое, и два движения, это движение Безнен Заман и Созвездие Йолдызлык, которое является нематериальным духовным наследием Российской Федерации. Вы понимаете? Тут звучат аплодисменты, крики «Браво!», спасибо Григорию Эдуардовичу Орджоникидзе и Сергею Викторовичу Лаврову, которые приняли это решение. Это действительно великое совершенно доверие нашему огромному труду. Потому что в создании и в любви к этим детям занимает без исключения вся Республика Татарстан. Вот, например, очень важно, в эти дни, вот, например, Марсель Зуфарович, глава Азнакаевского района, вот он говорит, Василий Гаязович, говорит, вы знаете, мы мечтаем, чтобы созвездие проходило каждый день, каждый год у нас, потому что нет преступлений. В год, когда готовятся дети, районы все готовят своих детей. Все черные помыслы отступает злоба, грязь, все занимаются счастьем, потому что наш президент Руслан Галеевич, наш кабинет министров, наш Госсовет, наше Министерство молодежи делает все, чтобы эти дети были счастливы. Вот это такой огромный праздник. Для детей это огромная радость. Ну вот здесь наверняка у многих же есть дети, да? Вы же понимаете, когда ребенка вот одеваешь на концерт, какое-то счастье. И для ребенка главное, вы знаете, огромная любовь. И когда ребенок видит, что его любят все, президент, министры, министерства, бабушки, дедушки, вырастает гармоничная, развитая личность.
и эти люди сделают нашу республику, прославят ее, и все, и сделают ее жизнь счастливой, радостной и гармоничной. Вот для чего делать. И я еще раз хочу поблагодарить президента Республики Татарстан Лейлу Ринатовну Фазлееву, председателю оргкомитета, за то, что это решение было принято, за что оно было озвучено. И огромное спасибо нашему министерству, нашему министру Тимуру Жавдатовичу, нашим коллегам, да, за то, что они за это болеют душой. И эти концерты состоятся. Вот. И я, естественно, всех журналистов очень хотелось бы попросить Татмедиа, чтобы, конечно, на этих концертах было как можно больше журналистов, как говорил Ментимир Шарипович, говорит, что эти концерты, как Сакина Шакировна говорила, эти концерты продляют жизнь. Так что я всех приглашаю на эти концерты, купаться в этой радости, свете и в этой искренности. Самое главное, что у артистов это преимущество, которое не может победить ни один профессионал, это искренность и чудо сиюминутности вот этого создания красоты. Барам, да? Рахмат. Да. Спасибо большое, уважаемые коллеги. У вас наверняка есть вопросы. Добрый день, уважаемые спикеры. Лилия Шхудинова, Татар-Информ. Кто ходил на концерты «Созвездие», «Йолдызлык» или «Наше время Безнак Заман», знает то, что эти концерты проходят в течение примерно 3 часов и на одном дыхании. А тут вот впервые, как я понимаю, фестивали смешиваются. Ожидать ли, что они будут длиться по 6 часов? И есть ли какая-то статистика по количеству участников, кто примет участие? Я имею в виду детей, подростков и так далее. Спасибо. Тут, безусловно, концерты будут идти не более 3 часов. 3-4, наверное, я думаю. Конечно, вы правы, про 6, чтобы показать всех, с регионов нужно. Это будут лауреаты и победители, в основном это будут 1-е, 2-е и 3-е места. Однозначно хореографии, вокала, которые заняли в этом году. И в прошлом году это гран-при фестиваля, это 1-е места, 2-е и 3-е места. Списки их можно посмотреть на сайте «Созвездие Йолдызлык». Они готовятся. И вот состав будет такой. А Безнен Заман — это будут те предприятия, которые ближе всего находятся в региональных отделениях. То есть, если, например, Нижнекамск, это, естественно, Нижнекамск Великий, Нижнекамск Нефтехим, это ГЭС Нижнекамская будет приглашена. Там будут приглашены ребята, куда ближе, из Лениногорска. Там мы уже будем смотреть, потому что я думаю, что если в Альметьевске, естественно, это предприятие Татнефти, Газпрома, тех, кто занимали 1-е, 2-е и 3-е места. И да, вот такие составы будут. Да, приедут ребята из Москвы. Рузиль Гатин подтвердил, к сожалению, он будет только в Нижнекамске и, видимо, в Агрызе, но это все равно у нас вот радость большая, что мы наконец доберемся до 2 районов, в которых мы редко бываем, да, так скажем, да, ни разу мы не были в Ютазах. Мы, наконец, вот в Ютазах дадим концерты, дадим и в Агрызе будет в сельском клубе. Для нас, для «Созвездия», вот некоторые наши ребята очень любят бывать на Майами, бывает, вот очень любят Европу. Вот «Созвездие», они очень любят Актанышский район, они любят Агрызский район, Камский район. Вот мы очень любим районы. И главы нам отвечают взаимностью и любовью в «Созвездии Йолдызлык», потому что мы действительно, я лично искренне, очень люблю наши районы, потрясающие совершенно вот эти леса, поля, а самое главное людей. Потому что у нас очень красивые люди. У нас очень красивые ребята руководят районами. Наши вот главы муниципальных, наши главы, руководители, вы знаете, у нас и такое обыденное мнение, вот там что-то такое власть. Вы знаете, это герои нашего времени, это герои труда. Вот я бы, честное слово, если был я президентом России, я бы каждому главе практически в Татарстане орден дал Героя труда. Потому что это такая ответственность огромная. И вот еще, и переходя к «Созвездию Йолдызлык», это отдохновение, еще вот заслуженная вот эта красота детей районов, это тоже для глав очень большое счастье. Они искренне радуются, как дети, когда видят, вот кого они растят, понимаете? Потому что вот показатели ВВП, у нас же ведь чем грешит иногда статистика? ВВП столько-то, это столько-то, это столько-то. Определяет все радость и счастье. Я считаю, что мы незаслуженно вот эти
наши великие вот эти понятия радости, счастья, доброты, это должно быть основными показатели в государстве. В Республике Татарстан с этими показателями счастья, доброты, света, вы знаете, я счастлив, что у нас мы сейчас лучшие в мире, без сомнения. Без сомнений, в Республике Татарстан, благодаря вот этим движениям, многим проектам, и, естественно, конечно, и Министерство культуры, и Министерство образования, но и Министерство молодежи все-таки в первую очередь, у нас такие показатели, они роскошные совершенно, по счастью детскому. Я вообще придерживаюсь, я как секретарь комсомольской организации Качалской драмы бывшей, я хочу сказать, все-таки Крупская была права. В школе у детей должно быть детство. Созвездие Йолдызлык – это единственная система в России и в мире ЕГЭ, которая детям дает радость и счастье бытия. Но это правда. И дети, и родители, и бабушки, и дедушки, поэтому все массово хотят участвовать в этом движении, потому что это действительно настоящая, ни с чем не сравнить, чистая кристальная радость. Спасибо вам. Коллеги, еще вопросы? Добрый день, Зилия Мубаракшина, Татаринформ. Вот, Дмитрий Александрович, хотелось бы услышать про арт-резиденцию созвездия Йолдызлык. Вот вы провели кастинг, да, еще повторно. По какому принципу проводился кастинг и какой будет репертуар? Я с удовольствием отвечу. Я, во-первых, вас всех приглашаю. У нас проходит, я вот сегодня, Динар Фанусович, вот настаиваю, сегодня-завтра, умоляю. Нурия Ахматовна, вас очень прошу. Товарищи журналисты, у нас идет сейчас формирование, идет тренинги. Приехал великий Аносов Владимир Алексеевич. Сценической практики у нас практически не преподаются. У нас очень тяжелая ситуация. Вообще, в связи с 90-ми годами очень прервалась связь в район по знаниям, да, этим узким знаниям, которые практически нет в педагогических корпусах даже выдающихся наших вузов Москвы. Вот Владимир Алексеевич у нас преподает сейчас с 11 до 3 часов каждый день, с перерывом на 19-21 число, он будет находиться здесь 3 месяца, идут тренинги. Я вас приглашаю. Это что-то невероятное. Я лично вот сижу, я плачу от красоты. Тренинги идут по Spike Group. Первый кастинг был у нас в июне. У нас же начали работать. Этот арт-резиденция, этот театр, как да, написано в официальных документах, уже мы начинали создавать в 2009 году, и вот, наконец, он был создан. Создан для чего? Это первый кластер высокой культуры, высокой театральной культуры. Вот Татарстан первый создал, по-моему, в истории России, я не знаю, как по Москве, в Москве тоже, по-моему, с этим не очень хорошо. Первый Татарстан создал кластер «Рабочие места». Министерство молодежи вместе с общественной организацией «Созвездие Йолдызлык» первое озаботилось этим вопросом и все-таки дало первые рабочие места для выпускников консерватории. Вот новое созданное место, да? Там не ансамбль, где там одно место освобождается раз в 10 лет, да? Или там Качаловский театр, да? Где там одно место набирается за 4 года, да? А целиком была создана возможность лучшим из лучших. Вы мне потом напомните про критерии отбора, да? Лучших из лучших, консерваторцев. Во-первых, президент определил это ясно. Это дом для победителей и лауреатов созвездия Йолдызлык. Это общереспубликанский дом. Что мы делаем там? Мы собираем сейчас лучших выпускников консерватории, устраиваем их на работу. Средняя заработная плата будет составлять начальная где-то около порядка 20-25 тысяч рублей сейчас. Это выпускники консерватории, нашей выдающейся, Института культуры, театрального училища, музыкального училища, естественно, ГИТИС, Костяк, это первые места. Там первая скрипка, это, конечно, Айдар Сулейманов, да? Это Владимир Шнитко, это наши ребята, которые работают и трудятся в других, там Лилия Ахмедзянова. У нас мы сейчас собрали компактную группу, где-то у нас 25-30 человек, мы набрали административный штат, потому что критерий отбора какой? Профпригодность.
насколько соответствует выданный диплом, полученный его действительно реальной его профессиональной подготовки. С этим обстоит очень плохо сейчас. Поэтому сейчас, вот в ноябре у нас планируется первая премьера «Лопе де Вега», «Хитроумная влюбленная», или в другом переводе Щепкин и Куперник «Изобретательная», там влюбленная, как вы хотите, в каком переводе вы хотите ее читать. Почему выбрана эта пьеса? Вторая пьеса, которая выбрана, сейчас идет работа с драматургом. Вторая пьеса – это о Хасане Туфане, о этой великой любви, самопожертвовании. Вы все, конечно, знаете, и всех вас призываю съездить в Аксубаевский район, посетить этот музей Хасана Туфана. Просто мне это очень близко, потому что мой отец, график великий, он последнюю книгу с ним делал. В 80-м году они делали книгу «Лирик», и папины работы хранятся в этом музее, его офортные доски. Поэтому мне и папа рассказывал о трагедийной, о великой судьбе этого великого поэта. И мне кажется, что наша молодежь обязательно должна знать об этих великих судьбах. Что такое вообще подвиг женщины? Вы знаете, да, она сдавала кровь и умерла, она 3 месяца не дожила где-то, да, она сдавала кровь и отправляла ему в лагеря посылки. И я хочу, это будет на татарском языке постановка, я планирую, что там будет главную роль играть, на мой взгляд, величайшая трагедийная, величайшая актриса татарского народа, это Гузель Сибгатуллина Минакова. Я рассчитываю, что будет играть она. Мы хотим, как созвездие Йолдызлык все-таки вернул еще и Ярыгина на сцену в спектакле «Лиса и виноград» в Русском Союзе. Я хочу, чтобы она заслуженно сверкала и радовала великую татарскую культуру, великую татарскую нацию своим талантом. Далее, естественно, наш министр очень хочет, чтобы это красивое здание, это великолепная архитектура, Дамир Эльдосович очень хочет, чтобы у нас была новогодняя сказка, чтобы дети порадовали вот этому великолепному ремонту, великолепной красоте, который президент и наше Министерство строительства, да, подарило детям. Это безусловно. А как сказал президент, как Руслан Галеевич сказал, это, говорит, оперный театр. Вообще это уменьшенная, по-моему, Мариинки, что ли, копия в 3 раза. Вот этот. Вы все приходите, вы смотрите, пока двери открыты. Приходите, посмотрите. Это чудо, действительно. И дети, вообще ребенок должен расти в красоте. Вот в Японии законодательно запрещено подавать детям старые автобусы. Вот президент все сделал для того, чтобы наши дети Самое главное, что в созвездии делает Министерство молодежи и что делает созвездие. Для ребенка, который и с 5 лет участвует в движении, нет границы между городом и селом. Они являются составной частью огромной семьи творческой. Еще благодаря, конечно, цифровым технологиям, да, а у них понимаете, они не одни в мире, особенно в сложнейший пубертатный период, подростковый, да, а благодаря технологиям, благодаря блестящему педагогическому корпусу они получают направление по лучшим литературам, практикам, прочим всем вещам, которые ребенок и девушка молодая, допустим, должна обязательно прочитать. Ну, молодой человек не может состояться, он не может быть гуманистом, если он не прочитал Ремарка, допустим. Ну, хотя бы одно произведение. Ну, и целый вот этот джентльменский набор составляющих личности гармоничной, он преподается с детства, ребенок получает, особенно в летних творческих сменах, в зимних творческих сменах, где они сдруживаются, встречаются. И у нас абсолютно, вот вы знаете, у нас получается один общий дом, духовный такой. Духовный, вот красоты и света, не случайно наш слоган «Свет и тепло талантов в каждый дом». Да. По театру, я, честно говоря, я человек, в возрасте, я уже сентиментальный, я вот 3-й день сижу и плачу, я смотрю вот эти репетиции 4-часовые, потому что я заказал шпаги. В общем, я уже не знаю, как дождаться этого ноября, да. Следующий мы хотим поставить зимой сказки о слоне Хортона. Сейчас, благодаря тому, что наше министерство и президент Республики Татарстан
сделал самую лучшую, это, кстати, и большая для нас, для всех проблема, потому что купили самую лучшую звуковую аппаратуру в Поволжском федеральном округе, в этот центр. Идет наладка системы. Лучшие звуковики Татарстана, как Сергей Николаевич Тутаев, трудится сейчас, осваивают эту аппаратуру, потому что этот комплекс просто невиданный американский, который будет создавать шедевры. Я вам хочу сказать, и поэтому следующий наш, это будет «Мечта всего созвездия», мы будем делать мюзикл Тим Таллера, знаменитый. Мы начинаем писать музыку к нему, и я думаю, весна-лето мы покажем этот шедевр, который, я считаю, у меня есть мечта перевести на английский. Я думаю, что это лучшее самое написанное произведение из мюзиклов как либретто. Я думаю, что это будет огромный резонанс Республики Татарстан. Я считаю, что это вообще бродвеевская пьеса. Ну, и успех может быть. У нас проведены переговоры с такими выдающимися режиссерами, как Кирилл Вытоптов. Он сюда приезжал, смотрел уже театр. Он готов здесь ставить. Проведены переговоры, здесь приезжал по нашему приглашению заведующий кафедрой Щукинского училища Андрей Юрьевич Левицкий. Он тоже готовит ставить театр. Но это уже вопрос финансов, это вопрос уже постановочной части, потому что у нас... мы будем зарабатывать, потому что и 24 числа я официально всех приглашаю, всех журналистов. Если вы мне сделаете заявки раньше, я скажу, все, это вообще будет концерт для СМИ. 24 числа, вы знаете, сейчас выборы, 19 числа, это марафон «Огромное созвездие». 24 числа первый концерт лучших из лучших фестиваля созвездия «Йолдызлык». Премьера будет открытие арт-резиденции концертом, в котором будут участвовать лучшие из лучших ребят. В первую очередь, Айдар Сулейманов. Я думаю, что это... Айдар Сулейманов, к нему все относятся уже, великий артист уже. Поэтому я других не хочу убежать, сейчас кого-то скажешь, да? А там у нас дело в том, что в порядке обоими топов, которые получали высшее образование и среднее специальное образование, которое является национальным достоянием, да? Которые живут от Лениногорска, да? От Актаныша, Лениногорска до Казани и Москвы. Я думаю, что у нас где-то порядка 300 артистов, которые поют, и творческий их потенциал ничем не хуже, чем у наших мегазвезд. Я имею в виду татарской эстрады в этом. И я бы очень хотел порадовать. Я вообще, если говорить об индустрии и вообще говорить, если о креативной экономике, то мне очень печально, что у нас в этом отношении везде вкладываются субсидии. То есть я имею в виду беспроцентные кредиты там, в технику, в IT-технологии. А в самое главное, духовное, у нас пока нет этих инвестиций. Нельзя инвестировать, да? На длинные кредиты какие-то, да, длинные. Я считаю, что наш народ хочет видеть артистами, а артист – это жрец, это Бог, это человек, который формирует будущее. Он хочет видеть своих детей, он хочет видеть своих родных людей, талант которых огранен, я еще раз, лучшими вузами страны и мира в том числе. Они хотят видеть свои таланты, а не вторичный этот продукт. И еще я хотел бы, пользуясь этой конференцией, заявить об одной большой проблеме, и почему я очень рад, что эти концерты есть. Мы уже разговаривали с министром культуры, с Радой Хафизяной, надо с нашим министром разговаривать. Куда бы мы на гастролях не заходили по Республике Татарстан, в других городах Российской Федерации, везде в гостиницах, в кафе показывают телеканал MTV. То, что там показывают, нормальный человек, который исповедует ислам, христианство, иудаизм, буддизм, он этого видеть не должен.
Я считаю, вот с Ирадой Христианой разговаривали, там, она говорит, что министр Башкирии тоже культура озабочен этим. Надо, вы знаете, мечта моя добиться, чтобы на канале MTV шли наши клипы с нашими великими татарскими детьми, с этой великой чистой культурой родника. Потому что, поверьте мне, я почему искренне занимаюсь созвездием, да, хотя это нелегкая ноша на самом деле. Потому что выше счастья услышать татарскую песню, не исковерканную отвратительным хип-хопом или рэпом или еще чем-то. Это вот родник, это тема преданности, красоты, надежности, которая звучит в великих произведениях Яхина, что-то народная песня. Это что-то Эль-Малек, это что-то невероятное, какие-то это 10-е, 9-е чудо света, на самом деле. Смотрите, искренне я вам говорю. Я хочу, чтобы на телеканалах, и, кстати, обращаясь вот в предвыборный сейчас вот нашим депутатам, я все-таки очень хочу, чтобы у нас все-таки в комиссии по культуре был наш депутат из Татарстана, который все-таки заставит, все-таки, чтобы на телеканалах, на Первом канале все-таки Киркоров пел не 24 часа в сутки, ну я шучу утрированно, да, но все-таки, чтобы у нас Салават пел, чтобы Салават пел тоже где-то час. Ну, один раз в день. Это же можно сделать на самом деле квотирование. Я очень хочу на всех телеканалах, на всех гостиницах, барах, ресторанах исчезла американская, пусть даже эта музыка, и чтобы у нас была, мы слушали удмуртские песни. Я, кстати, сейчас вспомнил, что у нас год языков, да, кстати, посвящены концерту этому, да, там будут звучать марийские песни. Я хочу, чтобы, наконец, это бесчестие, это уничтожение нашей культуры многонациональных народов закончилось. И чтобы у нас все-таки были приняты какие-то внутренние законы Госсоветом Татарстана, чтобы у нас звучали все-таки татарские песни, чувашские песни, мордовские, удмуртские, чтобы на телеканале MTV, чтобы те люди, которые все-таки создавали этот продукт с нашими великими актерами, с нашими великими режиссерами, чтобы мы смотрели и пили из своего родника. Понимаете, Дмитрий культура. Александрович, я вас благодарю, но наверняка у наших Да, коллег ну, давайте есть еще 3 вопросы. часа и закончим. Ладно, да. К сожалению, нам надо дальше Да. работать. Уважаемые коллеги, еще вопросы есть? Если нет, то мы заканчиваем. Желаем вам успехов в ваших концертах и очень надеемся, что мы тоже 24-го, возможно, сумеем к вам попасть на открытие вашего... Руслан Шигабудинов. Руслан Шигабудинов. Это он уже давно курирует это все. Спасибо всем, удачного, хорошего дня. Спасибо большое вам всем. Спасибо огромное.